Сегодня в программе «Престиж профессии оленевода и сохранение традиционных укладов жизни». День оленевода учредили в Якутии. Обстановка с коронавирусом все еще напряженная. 65 новых случаев выявили в республике за прошедшие сутки. Вместо костра, ноутбук и выход в интернет. Ежегодный фестиваль авторской песни «Берег дружбы» пройдет в онлайн-формате. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутии учредили День оленевода. Его будут отмечать ежегодно, каждую первую субботу марта. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсан Николаев сегодня, в День коренных народов мира. Илдар Хан отметил роль оленевода как хранителя и проводника национальных традиций коренных малочисленных народов Севера. Подчеркнул значение оленеводства в развитии экономики региона. Указ разработан для придания престижа профессии оленевода, признания его роли как хранителя и проводника национальных традиций, а также с целью сохранить традиционный образ жизни. На сегодня в 2 десятках районов Якутии проживают более 200 молодых оленеводов, причем большая часть из них в арктической зоне. В своем поздравительном послании Айсан Николаев отметил, что Якутия – уникальный регион, где тысячи представителей коренных народов сумели сохранить богатое историческое наследие, родные языки, самобытность, традиционные отрасли хозяйства и гармонию с природой. Глава республики отмечает, что на северных широтах будут реализовываться масштабные проекты. Особое внимание уделят сохранению окружающей среды и традиционных мест проживания. В эти минуты в онлайн-формате стартовала трансляция праздника «Кочевье-2020» на светодиодных экранах столицы. Жители и гости Якутска смогут увидеть поздравления этнических ассоциаций районов Крайнего Севера и Арктической зоны, а также пожелания от представителей коренных малочисленных народов из других регионов страны. Какие еще праздничные мероприятия пройдут в столице региона, нам расскажет Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи с нами. Дима, приветствую. Тебе слово. Здравствуй, Сергей. В эти минуты мы находимся в городском парке культуры и отдыха. Здесь на светодиодном экране, как видите, уже начали транслировать «Кочевье-2020». Но трансляция этого мероприятия проводится не только здесь, в парке, но и во всех светодиодных экранах столицы. Ну а сейчас мы узнаем, какие мероприятия еще запланированы на сегодняшний день. Нам расскажет заместитель директора Дома культуры имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие мероприятия сегодня запланированы? Сегодня Международный день коренных народов мира. Из-за эпидемиологической ситуации в нашей республике мы в этом году совершенно в новом формате проводим мероприятие. Прошли онлайн молодежный суглан. И также вот сегодня на светодиодных экранах нашего города, это в парке, на ТРК Туймада, на светодиодном экране кинотеатра «Центральный» у нас идет национальный обрядовый праздник «Кочевье-2020». С 2012 года мы его всегда проводили на площади Орджоникидзе. Конечно, горожане ждут его, но в этом году он будет у нас совершенно в другом формате. Также вот этот праздник Кочевья есть у нас на сайте. Если что, вы можете посмотреть его у нас. Спасибо. Ну, я хочу отметить, что сегодня на территории региона 26 районах Якутии свою оленеводческую деятельность ведут более 236 молодых оленеводов в 48 оленеводческих хозяйствах. Ну, а с этим знаменательным днем сегодня всех представителей коренных малочисленных народов Якутии, России, в том числе и страны, хотят поздравить представителей Ассоциации коренных народов Якутии, в том числе и России. Добрый день. От Ассоциации Эвенков Республики Саха-Якутия поздравляю сородичей и народы Якутии с Международным днем коренных народов мира. Всем здоровья, счастья, удачи и благополучия. Аят бедикеллу, горой бикеллу, авгарат бикеллу. От союзов Эвенов Республики Саха-Якутия и от Имиконского улуса село Ичугей хочу поздравить всех своих сородичей с Международным днем коренных народов Севера. Желаю всем крепкого здоровья, сохраняйте традиции,
Любите свою родину, любите всех. Абгарбилда, аэчбилда, аймакань. Спасибо. Ну а мы тоже присоединяемся к поздравлениям Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Сергей, на этом у меня все. Дима, спасибо. Дмитрий Темыров в прямом эфире рассказал о праздновании Международного дня коренных народов мира в онлайн-формате. Якутская топливно-энергетическая компания будет реализовывать ряд проектов в поселке Касылсыр Вилюйского района. Центр газовой промышленности был образован в 60-м году прошлого века. Как поселок геологов, они исследовали залежи газоконденсата. Если в советское время здесь население доходило до 12 тысяч человек, то сейчас проживают лишь 2500. В ближайшее время компания ЕТЭК вдохнет в поселок новую жизнь. Подробности далее. Вдохнуть жизнь или перезагрузка. В поселке Касылсыр начался новый виток развития со дня его образования. Сегодня здесь, благодаря успешному сотрудничеству местных властей и единственной газодобывающей компании региона ЕТЭК, начали реализоваться ряд проектов. В первую очередь благоустройство населенного пункта. Мы намерены проинвестировать в ближайшие 5 лет больше 37 миллиардов рублей в инвестиционные проекты, в развитие ресурсной базы компании. Соответственно, хотелось бы, чтобы все это прошло вместе с улучшением социально-экономического состояния и жизни людей здесь, на территориях. Мероприятия по восстановлению жизни и экономики в поселке уже начались. Так, в скором времени здесь появится новый жилой микрорайон. Мы сейчас находимся именно в том месте, где мы застраиваем в поселке жилье, где наш проект по застройке многоквартирных и коттеджных домов. Коттеджи у нас строятся брусовые. Дома в эксплуатацию мы введем 1 ноября. Полностью отдадим их под ключ и заселим жителей. Помимо всего этого, компания ЕТЭК особо остро ставит вопрос сохранения и защиты окружающей среды. Компания уделяет огромное внимание экологическим проблемам. Да, действительно, частью этой проблемы является мусор, который копился здесь десятилетиями, никто не заботился об этом. Все окрестности и территории поселка захламлены, поэтому компания сейчас делает мероприятия по утилизации мусора. Закуплен пресс, мобильный пресс, который будет переставляться по поселку в различные точки, и, соответственно, мы будем брикетировать этот лом, готовить его к вывозу. Баржами будет доставлен он к точкам утилизации. Также в этом году прошли тендеры по строительству мусорного полигона. Сегодня, как сообщило руководство компании, начаты совместные с властями региона работы по разработке проекта этого полигона. Вместе с ним предприятие адаптирует свою организацию под новые стандарты работы по защите экологии. Предприятие доводится до всех норм экологических стандартов, которые с каждым годом становятся все жестче. Здесь я говорю и о станции биологической очистки воды, которая будет запущена в этом году, а также полная утилизация всех газов дегазации, которые ранее шли на факел. Таким образом, экологическая повестка находится в фокусе всех ближайших планов компании. Еще одним важным пунктом по восстановлению экономики и жизни в поселке является поддержка населения. В этом направлении здесь планируется применять удачные практики с благотворительного проекта главного акционера ПАО ЕТЭК Альберта Авдаляна «Точка будущего» на базе общеобразовательной школы. Проект будет направлен на поддержку одаренных детей, а также на профориентацию школьников. Данную идею поддержали местные власти. Как мы все знаем, там, где появляется такой объект образования, как раз он образует и территорию, и вокруг, и вся активность, да, Гравитация такая создается. Гравитация, да, начинает стягиваться к объекту этого образования. И, конечно, это, прежде всего, это качество образования для жителей, да, это, во-вторых, это профориентация, что очень важно. Ну и в-третьих, это кругозор, поэтому вот эта вот инициатива, она была бы очень своевременна, и, конечно, мы встречаем ее очень с большим позитивом, будем оказывать всяческую поддержку. Мы
рады, что будем участвовать в таком проекте, потому что этот проект очень много даст нашим детям и, соответственно, педагогическому коллективу тоже. Потому что будет обмен опытом, обмен обучающимися, преподавателями, будет налажена профориентационная работа, что, естественно, для нас очень важно, потому что у нас поселок производственный. Помимо вышеуказанных проектов, также в ближайшее время планируется строительство спортивных объектов на территории поселка, мест досуга, а также ремонт и строительство дорог. Все это сегодня стало возможным благодаря сотрудничеству газовой компании с региональными властями. Компания ЕТЭК на этом не планирует остановиться и будет делать все возможное, чтобы поселок вновь стал социально и экономически значимым населенным пунктом в Вилюйском районе. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Кысыл-Цыр, Вилюйский район. Тем временем в Якутске уменьшилось загрязнение воздуха дымом от лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В атмосферном воздухе не установлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, говорится в сообщении. Отмечается, что накануне также не было зафиксировано загрязнение воздуха в столице. Напомню, превышение уровней вредных для здоровья частиц в течение 4 дней наблюдалось в Якутске. Между тем, с коронавирусом ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки в Якутии выявлено 65 новых случаев опасной инфекции. Из них 52 в столице республики. Также фиксируют случаи заболевания в Абыйском, Верхневилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Алекминском и Хангаласском районах. Зарегистрирован 1 летальный случай. С начала пандемии обработано более 300 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Из-за пандемии ежегодный республиканский фестиваль авторской песни «Берег дружбы» пройдет в онлайн-формате. В чем минусы и плюсы виртуального исполнения песен, которые обычно поют у костра, разбирались наши алданские корреспонденты. Песни у костра, дружеские объятия и прозрачный таежный воздух. Всего этого эмоционального великолепия лишены в этом году участники 14-го республиканского фестиваля авторской песни «Берег дружбы». Коронавирус, который скорректировал все сферы деятельности человека, перевел любимый бардовский конкурс в электронный формат. Как ни странно, но форма общения в онлайн не отпугнула участников фестиваля. Наоборот, его география значительно расширилась. Как ни странно, формат онлайн, он расширил географию фестиваля. У нас есть участники с города Новосибирска, с Подмосковья, с Вологодской области, с города Тверь. А возрастная категория участников изменилась? Мы постарались сохранить. И сегодня отрадно видеть, что принимают и старшее поколение, молодежь активно принимают участие. И, конечно же, фестиваль Котофеевский. Члены жюри фестиваля ничем не выделяются от участников. Они также вынуждены работать в онлайн-пространстве. Итоги «Берега дружбы» жюри подведет по окончанию второго тура, который пройдет с 11 по 15 августа и выявит наиболее талантливых самодеятельных авторов, исполнителей и поэтов. Но для лауреатов и дипломантов «Берега дружбы» фестиваль на этом не закончится. Их видеовыступления будут сформированы в онлайн-гала-концерт, который будет размещен на канале YouTube 23 августа. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.